Lexus Hybrid Drive. О, вы слыхали? Блин, ну вы посмотрите на это состояние. Ну это просто. Ну это реально, ну как? Ну как вот? Ну как вот это может быть такое? Вот ручка. Я вот сейчас нажимаю так ее. Кайф, да? Друзья. Дальше у нас Lexus HS250 гибрид, в общем, H. Такой у него шильдик. Гибридный Lexus. Вижу эту машинку сам первый раз. Что-то новенькое. 10-го он года. Ну, естественно, я все прикреплю к видео, все описание по машинам, по моторам, по годам и всем остальным моментам. А сейчас давайте заглянем, сядем. Ну, это уже чувствуется, машинка свежая по запаху. Как я люблю запах японских машин, вот особенно таких свежих. Да даже иногда, знаете, бывает старая машинка встречается, но она очень вкусно пахнут. Действительно, машины очень классно пахнут. Так, а куда здесь у нас ключи? Пока не могу этот момент обнаружить. По-моему, они просто кидаются сюда. Да, здесь нету места для того, чтобы вставлять ключи. Ну и, собственно, заведем, посмотрим. Lexus Hybrid Drive. О, вы слыхали? Завелась, все. Реально она завелась. Так. А, нет, вот сейчас она завелась. Прикольно. Так, вот здесь такой классный очень джойстик. Он управляет вот этим экранчиком. Непонятно для чего этот экранчик, но мы разберемся. Так, он не нажимается, здесь есть кнопка Enter. О, классно, очень классно. Управлять на самом деле очень удобно. Да, немножечко привыкнуть и чувствуешь себя в компьютере на колесах. Так, это у нас ручник, давайте попробуем снять. Нет, не снял. Так, давайте поставим. Ну вот драйв, собственно, и все. И машина уже готова ехать. Гибрид, вот он. Так, нет, я ручник не снял все-таки. Вот я снял ручник. Да, здесь стандартный ручник, я просто думал, что здесь как на кнопке. Ну и вот он поехал, все. Газу даешь, а он, собственно, заднюю. Газу даешь, а машина просто работает, как будто там какой-то, как знаете, как генератор крутится. Драйв поставил, все, она выключилась. Я так понимаю, батарейка зарядилась или бензин кончился. Ну вот, едет. Заглохло, но едет. Так, теперь давайте включим заднюю. Так, включим заднюю. И вот точно так же я потихонечку просто качусь. Даю газ. И она просто тяга. Ребят, это тяга от, конечно, от гибрида. Это что-то вообще интересное такое. Так, ну вот паркинг. Все, паркинг. Класс. Хочется погазовать. Ну вот, завел. Ну да, здесь не погазуешь, как на обычной машине. $92 000 пробег. Здесь, я вам скажу, здесь куча всего интересного. Но в первую очередь это мультируль. Да, здесь полностью управление, я так понимаю, компьютером, и музыкой, и менюшкой, которая вот на этом экране отображается. Плюс здесь слева вот этот джойстик расположен. Ну, по-моему, можно открывать, да, закрывать этот дисплей. Очень классно сделано. Здесь у нас музыка. Музыка достаточно качественная, как я полагаю. Жалко, нечего послушать. Хотя, может, что-то есть. На жестком диске, может быть, что-то есть. Давайте попробуем вот так. Так, а как нам выйти? Давайте вот так сделаем. Вышли. Нет, жесткого диска нет, ни музыки, ничего такого здесь мы не послушаем. Вот что это за кнопочка? Кто знает, что за... ну эко-мода, это, я так понимаю, это и вообще экономный режим. Power мода, это она валить будет, полагаю, да. Ну и Evo, это, скорее всего, подзарядка. Посмотрим, что это значит. Но больше всего притягивает внимание здесь вот этот вот джойстик. Он очень он классно выглядит. Здесь у нас расположен
AUX, USB, 12 вольт. Собственно, вот такой кармашек. Так, а как он открывается? Вот, да, вот так он открывается. Ну, такой достаточно простой салон. Обычный. Никакого вам пространства наподобие кардана, ничего такого нету. Ну вот как-то так. Машина супер, честно. Давайте откроем капот, наверное. Посмотрим. Полагаю, вам интересно увидеть, что там у нас внутри, под капотом. В принципе, ничего там необычного не будет. Но гибридная установка, она заслуживает такого внимания, посмотреть, как это выглядит. Ну вот, в общем, смотрите. Такой небольшой моторчик. И, собственно, рядом к нему как-то присобачена гибридная установка. Ну, состояние, как видите, просто шикарное. Ну, просто новая машина. Горяченькая немножко. Здесь все просто чисто идеально. Я уверен, что эту машину взял, и ты будешь на ней много-много, очень лет еще ездить и ездить. Ну, правда, посмотрите. Вообще все чисто, идеально. Кому-то крайне повезло. Ну, это даже, знаете, это как отчасти, что ли, кроссовер какой-то. То есть он такой, как седан, но он немножечко такой космический. То есть он не похож на просто седан, он не плоский, он имеет... Хотя, знаете, кажется, что у него высокий клиренс, но на самом деле клиренс стандартный как-то. Просто машина очень такая плотная. Она очень какая-то такая вздутая, что ли, да? Так можно сказать. Посмотрите, она прям дутая тачка. Вот даже аналога вообще трудно для нее подобрать. Не знаю. Это как Камри, только в уменьшенном немножечко масштабе. Вот такая вот машинка. Здесь у нас салон. Вот такой диван. Смотрите, какой классный диван. Вот, ткань очень приятная. Очень крутая ткань. Присядем. Машинка опять сама завелась. Непонятно зачем. Ну, видимо, так надо. Ну, вот как-то так. Аналог на каком-то там немецком рынке, не знаю, европейском, вы просто не найдете. Классный аналог именно, да, который будет действительно отвечать там всем требованиям, стандартам, качества и так далее. Вот так вот мы ее заглушили. Так. Надо было на ней прокатиться, наверное, да? Здесь у нас, конечно, все электро, как видите. Электросиденье, электрозеркала. Есть круиз-контроль у нас. Ну, круиз-контроль на гибриде, конечно, обязан быть, в принципе. Ну, очень все выполнено, стильно, красиво. Спасибо, Lexus. Ну что, дальше у нас Toyota Fielder. Можно, если более правильно сказать, Toyota Corolla Fielder. Год, мотор, поколение, все остальное вы увидите сейчас, вот прямо, вот сейчас вот здесь на экране. Да. И давайте посмотрим. Таких машин у нас я не припомню еще. Типичная королловская приборная панель, просторный салон. Сзади очень много места в сравнении с тем же Форестером. Ну и багажник, полагаю, здесь тоже гигантский должен быть. Ну, достаточно. Да, достаточно просторный багажник. Особенно если положить вперед сидушки, то это будет просто гигантство. Так. Вот здесь такие ручки, я так понимаю. Ух ты! Вау, вы видали это? Смотрите. Вот ручка. Я вот сейчас нажимаю так ее. Кайф, да? Просто кайф, очень удобно. Вау. А вы где-нибудь такое еще видели? Я нет, честно. А теперь я так понимаю, каким-то образом. Так, ну вот оно. Вот это легко прям сложилось. Раз. Так, а вот это чего она не хочет вперед идти? Может быть, надо еще потянуть? Как-то я слабо потянул. Да, вот, полагаю, да, я слабо натянул. Так, наконец-то у меня получилось. Смотрите, какой образовался огромный багажник у этой машины. Если убрать эту перегородочку, то туда можно поместить многое. Сюда можно засунуть холодильник, небольшой мотоцикл, куча инструментов. Здесь можно переезжать.
Ну, в общем, места уйма. Так, назад эти сиденья так не закидываются, конечно. Их нужно, я так понимаю, просто уже вручную так поднимать. Оп. Оп. И опускать вот эти, собственно, каким-то, ну, вот таким магическим образом. Очень, ну, на самом деле, очень удобно, да. Так, оп, оп. Не удается у меня его как-то зацепить. Давайте мы вот так камеру сюда поставим. Так, я так понимаю, нужно вот как бы раз. Вот так. Блин. Ну все, да, вот. В общем, требуется небольшая сноровка, и в принципе вы эти сидушки будете поднимать и опускать очень быстро, просто и легко. Так, давайте присядем. Немножко отодвину. Вручную отодвигаются сиденья, но я так думаю, есть комплектация с электронной регулировкой. Отодвинем здесь немного. Состояние машины бомба. Реально очень крутое. Давайте заведем. Кстати, кнопка старт. Естественно, это коробка автомат. Так, кто здесь включил кондиционер? Выключим. 109 тысяч километров у этой машины пробег. Что-то она слишком много лишнего говорит женщина. Мне кажется, она ко мне подкатывает. Вам не кажется? Посмотрим, что у нас под капотом. Ух ты! Ух ты, пух ты, красота! Что можно сказать? Опять же, все очень чисто, аккуратно, никаких подтеков, никакого масла. Но это Toyota, что с ним будет? Правда, что с ним будет? Это же Toyota. Все идеально, заводское, ровно. Все болты. Вопросов, ну, ничего совершенно не вызывает. Я сейчас вам немножечко экстерьера снаружи покажу машину. Она большая. Да, она правда очень большая. Такая приличная машинка. Для города, для каких-то поездок. Да все что угодно. Очень круто она подойдет для переезда. Ну, это передний привод у нас, как видите, сзади стоят барабаны. Класс. Супер. Дальше мы с вами идем к Крауну. Краун Атлет, 200-й кузов, начиная с 2008 года. Пошли эти красавцы. Сейчас будем его обследовать. Скажите, шикарная машина, да? Атлет есть атлет. Тут само название говорит за себя. Так, давайте заглянем внутрь. О, посмотрите на эту ткань. Какое состояние. Приятное очень ощущение. Чистая такая. Ну как чисто. Здесь немножечко что-то подзасрали, но это не критично. Я думаю, все это убрать можно. Запах очень такой. Ну, знаете, тут пахнет деревом. Пахнет мебелью. Вот такое чувство, знаете, когда мебель новую покупаешь, вот здесь пахнет так же. Очень похож запах на мебель. Блин, машина пахнет новой. Я в шоке, что они туда подсыпают в эти машины, что они спустя, блин, 10 лет использования пахнут, как будто ее только что из салона вывели. Так, заведем. Ну, Краун. Ну, Краун есть Краун, да. Смотрите, холодный запуск, да, то есть мы сели. В Крауне очень как-то все опять же здесь сбито. Сбито, все плотно. Ты чувствуешь себя
защищенно, безопасно. Ты чувствуешь, что ты в дорогой машине. Тебе ехать на ней будет очень комфортно. Ущербности совершенно никакой ты не испытываешь. Да, в Крауне трудно чувствовать ущербность. Ну, вот такие вот моменты касательно бардачка. Сиденье. Какая-то грязь. Сиденье очень приятное на ощупь. Интересно выполнено. Здесь у нас какой-то интернет проведен непонятно. Не знаю, здесь ТВ, NP здесь у нас. Что эта машина? Она что, Wi-Fi в Японии ловила? В общем, коробка обычный автомат, спорт режим, зимний режим, антизанос, режим экономии топлива, соответственно. Вот, мультируль. Здесь у нас боковая камера присутствует. Вот она получается на левом зеркале. Сейчас я зеркало открою, и вы поймете. Так. Вот. Слева переднее колесо мы видим. И если мы вдруг, не дай бог, хотим зацепить бордюр, эта система нам не даст зацепить бордюр. Вот. Ну и, соответственно, задняя камера, конечно же, тоже есть. Вот она. Можно немножечко снимем с ручника. Вот так. Ручник на краунах. Вот так выполнить. Оп. И немножечко можно сдать назад. Предупреждает, что сзади опасность. Ну, вот так, допустим. Вперед сдадим. Оп. Бензин у нас есть. Бензина много. Ну давайте, наверное, на этой попробуем прокатиться. Классно. Шикарно набирает машину. Ну, вообще не давлю. Так, просто ножку положил и все. Вот она, сотка. Шикарные тормоза. Машинка прям впивается в дорогу. Так, что она пикает, я понять не могу. Что она хочет, вот смотрите. Я повернул, начал поворачивать налево, и у меня включилась камера обзора. Правда, непонятно, что я сейчас на развороте буду в нее смотреть, но тем не менее. А вот сейчас, конечно, он набрал люто. Я вообще не понял, как он эту скорость развил сейчас. Это просто что-то было невероятное. Просто вот в момент и 120. Ну, разгон такой в районе 3. Разгон такой в районе где-то 6, наверное, секунд. Прям охереть можно, если честно. Знаете, ребята, вот еще хотел бы сказать про запахи. Вот я сейчас понял. Помните то чувство, вот когда вы покупаете новую технику, какую-то хорошую, там, телевизор, не знаю, может быть, холодильник, да, там, ну вот, неважно, любую технику новую,
какую-нибудь японскую, особенно если давно, когда были еще японские, минимум китайского было, да. Запах вот этой новой техники, вот здесь он прям, вот именно такой же. Он очень круто пахнет, не знаю кому как, для меня запахи очень важны. И поэтому, блин, я прям на этом заморочен. Далее у нас Маджеста в 170-м кузове. Посмотрите ее снаружи, ее внешний облик. Кстати, пневма начала подниматься. Да, то она была выключена, вообще лежала. А сейчас потихонечку поднимается, растет. Прикольно смотреть, как пневма работает. Потихоньку, как грибочек вырастает. Вот такая вот Маджеста. Ребят, полноприводная, вы представляете? i4 V8. Вот такой кабан на полном приводе. Это вам не Subaru. Это уже совсем иная машина. Давайте посмотрим. Значит, что это у нас? Начало 2000-х годов. Вы посмотрите, они уже вот такой дисплей сделали. Начало 2000-х годов. По-моему, вот этой машины именно 4-литровый мотор. Они бывают разными моторами. Я сейчас прикреплю это все. Но вот этот, судя по звуку, это 4. Да, трудно, вот честно, словами передать вот эту вот атмосферу, которую дает вот эта машина. Но вы посмотрите. Они действительно вкладывали душу, когда вот это все создавали. Вот эта ткань, качество, оттенок даже, да, вот какие-то вкрапления, там, синеватый, желтоватый. Когда они все это делали, они действительно вкидывали душу. Это не просто так сделанная лишь бы машина. Это действительно гордость. Считаю, это японская гордость. Даже подлокотник вот такой вот приятный. Смотрите, приятный бонус у нас, двигающиеся спинки. Да. Спинка двигается вперед-назад немножко. Кайф. Вот от такой машины я бы тоже не отказался. Вообще не отказался бы. С кайфом бы гонял. На нее нормальный магнитофон. И все, и в путь. Я думаю, что музыка здесь очень достойная. Здесь ничего придумывать по колонкам, по усилителю не нужно. Здесь так все хорошо. Ну да. Кстати, состояние под капотом хотите увидеть? Опять же, волшебство. 1 УЗ, FE. Чистота. Везде чистота. Машине порядка 20 лет. А у нее под капотом, ну вот даже радиатор. Радиатор, все соты в идеале. Ну как такое может быть? Ну они же должны, эти соты, блин, побиться, как-то рассыпаться. Ну вот здесь же масло где-то должно же быть. Ну что-то же должно быть, какие-то косяки. Почему? Почему у них вот так в Японии все? Ее просто сделали, поездили на ней пару лет, да, как она с завода была, изготовителя, как она выехала, и все. И потом ее что, не трогали, что ли, остальные 18 лет эту машину? Ну как так может быть, я не понимаю. Прикольно. Она, когда я ее не заводил, она вот так вот лежала. Примерно вот так вот. Крыло было, ну, минус 15 сантиметров примерно. 15 сантиметров, 15 сантиметров. 50 плюс-минус 15 сантиметров, 15 сантиметров, 15 сантиметров, 15 сантиметров. Откровенный Она сейчас поднялась. Спустя 20 лет пневма работает как ни в чем бы то ни было. Давайте откроем багажник. Интересно посмотреть, что у нас там. Хрена с два мы тут багажник откроем. Багажник у нас открывается вот с такой чудо-кнопочки. Оп. Но он широкий, он не длинный, но он очень широкий. Блин, ну вы посмотрите на это состояние, ну это просто... Ну это реально, ну как вот это может быть такое? Просто все новое, ни пыли, ни грязи. Диск этот, его реально не трогали. Посмотрите, резина вся в идеале. Как они ездят? Как они это делают? Я ни хрена не понимаю этих японцев, честно. Здесь, ну как? Просто шикарно.
Что за люди живут на другом краю планеты? Я просто их понять не могу. Ну как вот это может быть такое? Объясните мне, ребят. Блин, я со своим российским менталитетом не могу этого понять. Мне очень хочется, чтобы у нас было вот так же. Как вот это? Вы много шестерок видели? Вот реально. У нас шестерок, я думаю, не меньше производилось, чем этих краунов. Гораздо больше, я уверен. Но вы найдете много шестерок вот в таком состоянии. Вот, понимаете? Ну, тут же вот чистота вот этого покрытия, она же не влияет на его качество, да? То есть, правильно? Ну, вот как оно такое чистое осталось? Просто. В шестерке вы увидите такое? Нет, нигде вы не увидите. Ни вы Волгу не найдете в таком состоянии. Как она закрывается? Металл. Он реально толстенный. Краска родная. Вот спустя 20 лет она просто в шикарном состоянии. Ее даже, ну, по сути, полировать машину не надо. Как они это делают? Как они сохраняют это состояние, я не могу понять вообще. Правда, вот эта машина, она просто приковала мой взгляд. Давайте панель посмотрим. Качество. Настолько все сбито. Плотно. Ребят, я не обратил внимания. У машины пробег, хотите, скажу? У машины пробег 33 тысячи километров. 33. Как это можно было? 33 тысячи километров за 20 лет. Ну, видно же, что это действительно 33 тысячи. Здесь ничего не потерто, не помято. Здесь все, ну, действительно в заводском состоянии. Ее просто помыть, и она будет в идеале. Как они это сделали? Шторка, пожалуйста, работает. Уважаемые японцы, я вам выражаю огромную благодарность за ваш удивительный дар сохранять. Делать, да, два дара. Первое это делать, второе это сохранять. Как это можно сделать так? Вот как это можно так сделать? Давайте посмотрим снаружи эту малышку. Со включенными фарами. Ксенон, пожалуйста. 20 лет назад стоит ксенон. Или это не ксенон? Может, я ошибаюсь немножко, но... Да насрать вообще. На состояние фар посмотрите. Я не знаю, либо их полировали. Toyota, все родное. Бампер, решетка, значок. Нигде ничего не счесано. Вот эти вот маячки, которые показывают нам габариты. Вы посмотрите на это состояние. Диск, тормозной диск, просто он толстенный. Видно, что он чуть подоржавел, но там толщины еще хватит на 20 лет. Просто. Хочется как-нибудь под днище заглянуть. Посмотрите. Глушитель, видите? Капец, вот это состояние. Джапан, я вас обожаю, честно. Вы меня удивляете. Я вам завидую. А вот послушайте, как она работает. Машина прогретая, никого прошу не переживать. Ну это как вообще?